Вот так, ребят, походу начинается сварки. Вчера в магазин поленился, не сходил. Что было дома, я взял. Даже картошку с собой не взял, блин. Хорошо, что было у меня в запасе тут для супа. Сейчас суп сварю и буду завтракать. Утром, когда выезжал, попил чай, съел одну помидорку и все, весь завтрак. Ну как завтрак, я после 4 вышел из дома. Это ранний завтрак, что ли. Ну вот, в принципе, хватит нам. Там густой будет. Или пускай. Чайник уже закипел, все. Суп с комарами. Так, консервы. Ну и салат еще туда в суп буду ложить. Консервы вот такие, первый сорт. В основном. Уйди. Будешь тут нюхтеть. Туда на спать. У тебя отдельное блюдо будет. Вот. Ну и камон. Буду ложить сюда. Блин, жиру-то сколько. Мама не говорила. Тулано спать. Ну и еще салат сюда бахнем. Смотрите, ребят, что получается у нас. Вкуснейший суп с кислятиной, как щи. Попробуйте. Я не раз уже вам показывал своим зрителям. Очень вкусный суп из этой закуски получается. Вместо приправы он хороший. Целая кастрюля супа будет. Я уже чай заварил. И сейчас, кроме этой заварки, ребят, я нарву кустик вот этих. Ой, как же. Черники. Именно черники. И эта черника, вот почка, брусника помогает от почки, заболевания почек. А это, говорят, от печени тоже хорошее лекарство. Бруснику частенько я заваривал. Вон тулан. Уйди. Так. Сейчас я по-новому чайник еще поставлю. Надо скипятить. Опа! Уйди, пощ. Вот так прямо бахну туда. Пусть заваривается. И еще долью воды. Надо еще за водой сходить. Вот такая суета, блин. Все. Поставим, пусть закипает. Суп варится, чайник закипит еще раз. Витамины. Все хорошо. Я привез 2 пачки макароны.
одну пачку я оставлю для любого, кто будет ночевать. И если вдруг попал в трудную ситуацию, что у него нет еды или еще. Но у меня всегда тут что-то да есть. Но здесь у меня просроченная макарона. Здесь рыбаки оставляли, немножко оставалось. Тут еще у меня сушки, там сухари были, я это сейчас Тулану отдал. Вот еще эти конфеты надо, это в костер тоже уже старые. Ну, надо обновить все здесь продукты. Тут еще конфеты, сахарный песок, соль, все есть. Скажем, вот я макароны оставил тут. Соль есть, чай есть, сахар есть, можно переночевать. Так что такие правила у нас. Ну, это уже свежие. Это я осенью, если никто не съест, я осенью это буду кормить собаку этими макаронами. Так потихоньку я обновляю продукты. Вот еще. Это в костер. Ну, 2 конфеты еще более-менее. Там эти, как сказать, подушечки что-то растаяли, блин. Солнце спряталось уже. Вот эти конфеты еще дыма. Даже собаке не отдал. Что-то я, когда уже в огне оказались эти конфеты, я... Надо было, конечно, Тулана угостить, но ничего. Так, ладно. Ну, блин, самое главное, дождя, чтобы не было. А так, в принципе, ребят, ну, вот сейчас как бы пасмурно немножко, пасмурно и... Немножко пасмурно и, как видите, нету так много комаров. Их очень мало. Когда вот пришел с утра, вот очень много было, прям толпа такая была. А сейчас, я не знаю, как-то странно. Ну, ветерок тут, видите, как листву шевелит. Ветер немножко попадает. Когда ветрено, комары тоже, они бессильные. Или от этого дыма, что вот дым крутит, здесь тоже вот все пугает. У меня даже дверь открыта. Тулан достал. Вот поэтому, ребят, 1000 раз вы мне писали, почему у меня собака, когда на охоте, у меня на цепи. Вот видите, что творится? Вот. Видите? Всегда под ногами они. Это сейчас Тулан уже стал, как бы, ему 4 года уже, получается, наверное. И он уже чуть-чуть взрослый стал. А когда вот собаке полгода, там, год, они вообще летают, они на стол лезут, и они вообще непослушные. И поэтому я всегда стараюсь его держать в этом, на поводке, в этом, на цепи. Сейчас, пока комаров много, я туда сажать не стану. Пусть на воле он будет. А так, его место вон там. Самое хорошее место. Ему хорошо там отдыхать. В будке там трава еще есть. И мне он не мешает. Тула, кусают? Верю. Ну, периодически я его буду тоже антикомарином брызгать. То он как столько. Видите? Все равно антикомарин немножко помогает. Посмотрим вечером, сколько комаров будет. Может, даже и придется в избу его загнать. Хотя я в избу собаку мало когда пускаю. Его место на улице. Это не домашняя собака. Да? Большой он, крупный, блин. Как теленок на тыре. Кобель. Не знаю, клещи есть, нету, потом прихватит. Нет, я его барсом мазал, ну, капал 2 ампулы. Поможет, нет, говорят, 2 месяца действует. Посмотрим. Сейчас вот весной прокапал. И еще, как сказать, осенью, перед осенней охотой, когда приедем сюда, тоже дозу ему бахну. Боюсь, опять какой-то паразит прилипнет ему. Ладно. Любимчик у зрителей некоторых. Полюбили собаку. Больше меня любят.
что кошку, что собаку. Наверное, еще этот кирпичи тоже под навес на оно беру. Сейчас сперва надо пообедать, а потом уже позавтракать, пообедать и думать, что делать дальше. Работы есть, в принципе, много чего надо сделать. Що я? Mun tulla äänen sit jo, istään. Все. Каша гречневая и сушки. Вот, чайник закипел. Чайник закипел, да. Суп тоже, он какой наваристый. Кипит. С комариками. О, хорошо. Надо взять. Вот так. О. Свежая заварка, свежий чай. Ну вот. Так, суп готов, ребят. Наваристый, вкусный суп получился. Обалдеть. Сейчас попробовал. Немножко соли не хватает. Но всегда я не так много солю, потому что бывает там быстро можешь пересолить. А постепенно, по чуть-чуть соль добавляешь и самое то. Так что, ребят, вот так у меня многосерийный фильм и получается. Хоть я не буду выключать весь процесс жизни, хочется так показать. Онлайн режим так включить и всю движуху. Ну вот. Да. С такой с кислятиной получилось. С кислинкой, или как правильно. Но вкусно. Короче, я обедаю. Время до сих пор еще не посмотрел, сколько времени. Сейчас я пообедаю и схожу, поставлю пару сетей. Может, щуку поймаю или еще какая рыба попадет. Тут, ребят, такая движуха. Смотрите. Хрен пойми, куда они ходят. Тут переправа у них. О.
трудяги, блин. С одного берега на другой берег и ходят. Дождик начинается. И ветер поднимается вон как. Погода портится. Минут 15, наверное, дождик такой был. Но сейчас вроде успокоился. Немножко капает. Но я успел, ну, как бы я промок. Вот такие дела. Плаща нету с собой. Фу. Где-то собака там лаяла возле избы. А где бродит, не знаю. Вот тут оставлю лодку. И сам пойду пешком. Лодка подгнивает, блин. Блин, очередную лодку новую придется сделать. Вот такие пироги. Вон где-то слышу. Это наш волчара идет. А? Ламы. Старая изба. Первые года, где я охотился. Да, Туламы? Вон. Хана избе. Хана. Каждый год снимаю. Картина все меняется. Такие дела. Муравейники целые, недалеко от избы. Это говорит о том, что медведь еще здесь не проходил. Ветровалы, блин, новые. Фу. Блин, комарья заколебали. О, кукушка. Так, баню, наверное, откроем. Летний сезон я открытым оставляю. Все. О, хорошо. Запах бани чувствуется. А, Туламы? Везде все открыто. Да. Пускай так будет. Сохнет, проветривается. Мон. Сейчас я дальше, ребят, буду работать в избе. Некоторые работы, мелочные работы. Инструменты вот я привез. Только ключ я забыл. Ключ забыл.
такое сверло. Сейчас зимой покупал. Вот. 14 диаметром. Ну и приварил такую ручку, чтобы в походных условиях я без электричества смог отверстие сверлить. Вот. Дальше вот такой жим привез. Не знаю, что-то получится, нет сейчас. Ну и по металлу там ножовка еще. Так, костер надо разжечь. С костром как-то веселее. Веселее, во-первых, и меньше комаров от запаха дыма. Надо, конечно, уже потух все это дело. Вряд ли разгорится, но должно. Соляру плесну сейчас. Так, спичка с собой. Это соляра у меня должна быть. Ну, немножко есть еще. Так. Блин, в такую погоду, конечно, для комаров все это дело. Сырость, безветренно. Это не радует погода. Так. Какая погода не радует нас. Все. Вот так. Видите, как дым идет на избу. И будет разгонять все это. Гнус такой, блин. Вон они сколько на тулане. Тула. Наешься сегодня этих комаров. Вон он опять. Куча. Это ночью вообще кошмар будет. Разгорелась.